Когда мы видим, что наш ребенок в школе не осиливает программу по математике или физике, мы начинаем усиленно помогать ему сами или нанимаем репетиторов. Но вот про экологическое образование мы почему-то вспоминаем редко. А тем временем от экологической науки во многом зависит будущее подрастающего поколения. Учиться бережному отношению к природе никогда не поздно и никогда не рано. Причем знания экологии малышам можно передавать естественным образом. Лето на дворе. Устроим эко-уикенд. Расскажите ребенку о круговороте воды в природе, а лучше покажите наглядно, объяснив попутно, для чего нужно беречь воду. Поездки в душном транспорте замените на велосипедные прогулки, катание на самокате или роликах. Покажите, насколько интересной может быть сила ветра, и расскажите о том, как ее превращают в энергию. Вот она, сила ветра. А вот облако, похожее на забавную зверушку. Расскажите, как сложно приходится Земле, когда мы кормим ее пластиком. Объясните, что наводить порядок не только дома, но и в парке – это не зазорно, а здорово и весело. И не забывайте про тех, кто не может позаботиться о себе сам. Расскажите о животных, которых уже нет на нашей планете, и о том, сколько находится на грани исчезновения. Кстати, в Красной книге Таджикистана сейчас числится 222 вида животных. Не уповайте на школьный курс экологии и на то, что ваши монотонные и скучные лекции о правильном поведении окажут какое-то влияние. Заинтересуйте ребенка. Покажите на собственном примере, как можно вести экологически правильный, интересный и веселый образ жизни. Помните, что экология и здоровье детей тесно взаимосвязаны, и менять что-то к лучшему нужно с себя самого.